Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 22 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Итак, это у нас карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. Это карта отношений, работы, финансов, здоровья и карта итога дня. Вы говорите, что итог дня тоже карта нужна, поэтому мы сегодня ее тоже выложим. Подсказывать тоже буду на этой же колоде. Смотрите, у нас карта дня, главная, основная, это карта человека в масках. Что это может быть? Ну, во-первых, мы можем действительно сегодня с трудом быть собой, да? Может быть, нам будет хотеться произвести какое-то впечатление, или будет очень-очень много ситуаций, когда мы должны будем проявлять себя в разных ролях. Вот сейчас я там мама или папа, сейчас я там сын или дочь, а сейчас я профессионал, сейчас я человек веселый, сейчас я человек там дружелюбно настроенный, или сейчас человек, который там решает проблемы, или сейчас человек, который боится чего-то. То есть может быть такое, знаете, большое количество ситуаций, когда нам придется подстраиваться под какие-то обстоятельства, или много людей, с которыми мы можем чувствовать себя совершенно по-разному. И карта говорит о том, что нежелательно все-таки сегодня как-то слишком уж уходить в роли, да, может быть, нужно все-таки быть собой, потому что вот карта, что помогает нам, да, показывает, как, допустим, один против там всего коллектива, всей стаи, против семьи, против еще какой-то группы людей, да, то есть чтобы не ставить себя вот в такую позицию, когда против нас, против нашего мнения, против нашего образа жизни или еще чего-то, да, будет выступать большое количество людей, чтобы не ставить себя в эту ситуацию, в эту позицию, может быть, действительно нужно вот одевать разные маски. Но если вам нужно какой-то важный вопрос отстоять, да, то тогда не нужно бояться как бы говорить то, что вы думаете, открывать свое истинное лицо. То есть если вот что-то, мелочь какая-то, не стоит из-за этого спорить и ссориться, да, или там как-то противоставлять себя другим. Но если же все-таки что-то серьезное, то, что касается вас, вашей личности, может быть, вашего будущего, да, что-то очень важное, вот тогда можно как бы снимать маски, да, и быть таким, какой вы есть. Вот тогда это будет правильно. А по мелочам не стоит тратить энергию на это. Если, допустим, люди, которые рядом с вами говорят то, что вы не можете принять, но для вас это не важно, ну просто не вступайте в спор, как бы таким фоном пусть это все проходит для вас, да, так как это не важно. И что будет мешать? Будет мешать излишняя надежда на других людей, будет мешать самообман, будет мешать, когда мы слишком уж завышаем какие-то требования к себе, к другим людям, или просто как-то нереально смотрим на жизнь. Потому что вот надо, в общем, четко понимать, что нам действительно нужно сегодня для того, чтобы как бы не делать вот этих ошибок. Да? Нам нужно четко понимать, что для нас главное, что второстепенное. И если мы будем, допустим, всему придавать важность, да, то тогда день для нас будет просто ужасным, потому что такое будет ощущение, что мы просто вот разрываемся на кусочки, да, для того, чтобы всем угодить, для того, чтобы там со всеми договориться, да, либо наоборот мы со всеми можем перессориться здесь сегодня. А теперь отношения. Для отношений у нас выпадает карта как раз вот такой вооруженной до зубов как бы пары, да, тут конфликт, скорее всего, да, и карта говорит о том, что мы действительно можем сегодня поссориться с близким человеком, если будем очень агрессивно реагировать на то, что там будет происходить в паре, да, на то, что говорит наш партнер, на то, что он делает.
Может быть, у нас есть какой-то образ своего партнера, и мы его стараемся все время как бы нашего близкого человека подгонять под этот образ. И естественно, что тут ничем хорошим не заканчивается. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера сегодня. Но опять же, каждый сосредоточен на своих делах каждодневных, да, может быть занят вопросами там, хозяйства, дома, решения каких-то каждодневных дел, а может быть просто отягощен уже своими привычками, да, которые не позволяют вообще встретить другого человека. Ну, как-то нет человека близкого, ну, привычно уже так, и вроде бы как ни на что не рассчитываю уже, да, вот как-то такое настроение может мешать. Давайте еще одну карту достану. Вот смотрите, хороший день для того, чтобы задуматься об этом, да, и поменять свой настрой. Посмотрите, тут девушка отпускает листочки по реке, да, по течению. То есть это как отпустить свое желание, отпустить свои намерения. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала знать, чего мы хотим, да. То есть вот сегодня неплохо было подумать, какого человека вы хотите рядом видеть. Вот какой вы сам и какой должен быть человек, чтобы вы хорошо сочетались, да, и как бы отпустить во Вселенную вот это свое желание, дать жизни принести вам как бы исполнение того, что вы хотите. Для тех, кто в паре, но здесь уже настолько у вас все закручено и запутано, да, что буквально там как сказать, какая-нибудь ассоциация неприятная возникает и может как бы вспыхнуть конфликт, да, из-за какой-то мелочи, из-за того, что, может быть, было уже в прошлом, да, вы как бы касаетесь такой же ситуации и уже может вспыхивать конфликт. Что можно сделать в этой ситуации? Ну, во-первых, желательно сегодня слишком тесно не общаться, потому что вот здесь вот карты у нас, вернее, руки здесь спутанные, да, то есть, чтобы каждый занялся все-таки своим сегодня делом, да, может быть, важным для себя, тогда не будет вот этой зависимости друг от друга и не будет вспыхивать конфликт. Это как решение вопроса. Ну, или поставить себе цель постепенно ну, как бы распутать вот эти ваши отношения. Но для этого нужно как бы проанализировать все, постепенно по шажочку, да, освобождать себя. И это не так просто. То есть ситуации могут вспыхивать все равно негативные, да, но вы можете хотя бы их отслеживать и уже как-то анализировать, думать, как из этого выйти. Но так как эта карта всего лишь на день, вы за день, естественно, не успеете это распутать, да, лучше просто отсоединиться, лучше просто каждый занимается своими делами, и тогда не возникает вот эта ситуация конфликта. А для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что вы можете хотеть примирения, но после того, как вы помиритесь, как бы вы рискуете, да, то есть получается, что может быть хорошо, что у вас сейчас ссоры, может быть с этим человеком вас ждет очень неприятное будущее с большим количеством кризисов, проблем. И, возможно, человек, о котором вы так тоскуете, он совершенно нестабильный, и на него нельзя положиться, да, то есть он как бы сам человек, который, ну, скажем так, без правил, да, человек, который живет одним днем. И если вы с ним остаетесь, то у вас такая же жизнь, то есть для вас это будет череда проблем просто. Подумать рекомендуют карты об этом. Для работы, те, кто работает сегодня, да, здесь у нас карта сцены, да, скорее всего, действительно вы что-то такое можете сделать в своей профессиональной деятельности, что на вас будет все внимание, вас будут благодарить, хвалить и так далее. Также карта говорит о том, что вот если, допустим, у вас сегодня выходной день, если как бы нет работы, то вот желательно сегодня все-таки посетить какие-то мероприятия, где много людей, где можно зарядиться таким позитивом, да, это может быть что-то связанное с искусством, это может быть какой-то концерт, что-то такое, когда душа поет, скажем так, да, для того, чтобы больше было позитива у вас в жизни.
для того, чтобы вы отдохнули душой, переключились от работы. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вы устали, и сегодня неплохо было бы подумать о том, чего вы действительно хотите. Да, слишком много уже, видимо, вы предприняли шагов для того, чтобы работу найти, но вот все-таки удовлетворения какого-то нет. И вот сегодня желательно остановиться и подумать, а то ли я ищу, то ли мне нужно, да, то есть вот как-то нужно, во-первых, отдохнуть, во-вторых, подумать, может быть, надо планы поменять, может быть, нужно как-то легче относиться к работе, да, может быть, нужно работу больше по сердцу искать, которая вам нравится, а не та, которая, ну, как-то загоняет вас в такое состояние, да. Ну и, конечно же, это совет, это как выбор, да, то есть вы можете сегодня переживать, горевать, а можете сегодня вообще отключиться и просто отдохнуть, да, в какой-то позитив окунуться, может быть, с друзьями, с семьей, с близкими людьми, да хоть один даже пойти на, ну, куда-то, может, даже в парк, да, очень часто в парке тоже бывает, выступают какие-то люди, играют на каких-то инструментах, поют и так далее, да, может быть, вот даже просто такая прогулка, она уже может как-то ваше настроение поменять. Для тех, кто работает. Но здесь вот карта говорит о том, что вы, скорее всего, зациклились, вот в течение этой недели зациклились на каком-то способе решения вопроса, который вам уже не помогает. Карта говорит о том, что либо нужны новые знания для того, чтобы как бы поменять процесс, ну, либо просто подумать, как вот то, что вы хотите сделать, как это можно решить еще другим способом. Он где-то рядом у вас, этот способ, и вы гораздо более эффективны будете в таком случае, да, вот тогда вас ждет как бы победа, решение вопроса с работой. Может быть, это касается взаимоотношений в коллективе, может быть, это касается взаимоотношений с начальством, потому что здесь все-таки дверь, которая может тоже характеризовать как дверь, допустим, в кабинет начальника. Может быть, вы начальник, у него своя позиция, у вас своя позиция, вы никак не можете друг друга понять, договориться. Может быть, нужно все-таки найти вот эти общие точки соприкосновения. Для тех, у кого свое дело, давайте посмотрим. Так, здесь у нас могут быть продажи, да, очень хорошие. Здесь у нас может быть покупки какие-то, да, здесь вот у нас изображен такой кулон, да, старинный, который одна женщина примеряет другой. Вот. Также здесь может быть не работа, а, допустим, отдых с семьей, да, и не только, допустим, отдых, но и там походы по магазинам, какие-то покупки, может быть, какие-то торжества семейные, когда вот дарят подарки друг другу. Вот, и вы на это можете тратить деньги, да, то есть здесь вот может быть, конечно, и продажи, но здесь как бы мало указаний на это, больше здесь на семейный отдых и на семейные какие-то покупки идет информация. Для денег у нас отдельная карта. Карта говорит о том, что все-таки со сферой финансов не все благополучно, да, ваза разбилась, пытаемся склеить, это, конечно же, мало что дает. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что этот больной вопрос уже вас как бы замучил, достал, то есть то, что вам нужно, на что вам нужно, да, на это денег постоянно может не хватать. И вот это как-то, может быть, особо сегодня остро будет стоять вопрос. Для тех, кто своим делом зарабатывает, вот, скорее всего, придется полагаться на деньги семьи, на деньги партнера, да, может быть, даже придется перехватывать какую-то сумму у каких-то, ну, у близких, да, у друзей и так далее. Но карта говорит о том, что можно решить вопрос с финансами, да, какой-то новый путь вот именно в финансах найти, поговорив с людьми, которым вы доверяете, откроется какое-то новое видение, да, ситуацию, как улучшить можно с финансами. Вот через общение вы это можете понять. А теперь здоровье. В здоровье у нас такая ракушка замечательная выпадает, да. Карта
как раз хорошего здоровья. Она говорит о том, что все здоровье у вас внутри, в том, как вы относитесь к миру, как вы относитесь к жизни. И вот сегодня очень важен для здоровья именно такой позитивный настрой. Ну и, конечно же, поездка, допустим, на природу, к воде, к морю. Здесь и, может быть, морепродукты, как продукты питания, очень полезны сегодня будут для тех, кто может их употреблять в пищу, потому что, если нет аллергии, допустим, да, вот. В общем, карта такого, знаете, в общем, показатель того, что наше здоровье, оно имеет как бы общую составляющую с тем, что нас окружает, с нашим образом жизни и с нашим образом питания. Давайте еще дополнительную карту достану. Ну, смотрите, вот здесь вот карта такого не очень хорошего здоровья, которое вот мы как бы испортили за долгие годы, может быть, наших каких-то негативных привычек, неправильного образа жизни. И вот сегодня об этом нужно задуматься, да, и вот хороший день для того, чтобы начать все исправлять. Теперь карта итога дня. Вот такая замечательная карта в ладонях у нас Пегас. Пегас – это как раз мифическое существо, которое говорит о том, что исполняются наши желания, да, и в наших руках исполнить вот как бы желание, которое у нас, может быть, давно в душе зреет. С одной стороны, карта говорит об исполнении желаний, с другой стороны, что мы можем проявить себя творчески, мы можем найти в себе какой-то талант, способность или, может быть, разрешение какого-то важного для нас вопроса, который нас освобождает, да. Вот в конце дня будет вот такое настроение, может быть, такое озарение какое-то, да, или вот мы получаем исполненным какое-то желание, которое у нас было. Сейчас дополнительную карту достану. Да, это карта результата какого-то. Вот если, допустим, вы в течение дня над чем-то бились, да, старались, то обязательно будет положительный результат, как естественное, да, такое продолжение. То есть вот эта карта говорит о том, что здесь обязательно нужно было вложить труд для того, чтобы желание исполнилось, да, или длительные поиски должны быть до того, как мы найдем вот свое призвание. Но какое-то озарение такое, знаете, как результат, оно сегодня будет в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.